Больше 150 гектаров засеяли в этом году картофелем угодья кооператива Сагнанахтахский в Алекминском районе. До начала сбора урожая осталось не так много времени, и у крупнейшего поставщика картофеля в регионе возник ежегодный вопрос: возможно ли организовать более ранний подвоз студентов для работы. Подробности далее. Порядка 160 гектар картофеля посадили в этом году в СХПК Санахтатский. Погода не всегда благоприятствовала, но в целом по всем 3 отделениям успели вовремя. К середине июля картофель начал набирать цвет. Прогнозировать сложно, но план выполнить должны. Вот в связи с засухой рост картофеля приостановился, тормознулся. Сейчас вот картошка как раз в цвет входит. И у нас вот дожди прошли. Ну, наверное, дальше продолжится рост. Посмотрим теперь в августе, вот когда клубни начнут образовываться, картошка зацветет, еще хороший дождь. Ну, я думаю, все равно средний урожай, наверное, где-то центнеров 100-120. Где-то так будет. А вот сама уборочная может преподнести сюрпризы. И это не только старая техника, хотя и с ней будут вопросы. Основная тема – подвоз студентов. В этом году хотелось бы выйти на ранние сроки, сетуют работники. В дождь теряем и сроки, и часть урожая. После 4-5 студента завозят. Мы раньше в этот срок уже залаживали семенной картошку почти. Если приехали студенты 30-го, 29-го, уже совсем по-другому. С дождей нету, дождей мы успевали много убрать. А когда поздно приезжает, естественно, там погода играет с нами злую шутку, и никак не можем мы до конца убрать. Дожди, снег, студенты бедняги работают за разные условия труда. Есть сложности и с финансированием подвоза. Проблема в деньгах. И получается, нам надо вовремя, пораньше, в середине числа 25 августа уже завести студентов. В СХПК надеются, что вопрос удастся решить до начала уборочной, ведь это в первую очередь и качество, и количество знаменитого бренда. Елена Фаст, Алекминск.